Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шевчара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. У Абхазского радио появилась новая современная студия, открытие которой приурочили к 93-летию национального радиовещания. Одноименная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме. Здесь представлены стенды с информацией о подвигах 23 героев Советского Союза из Абхазии. Между гимназией Российского университета транспорта и второй столичной школой подписано соглашение о сотрудничестве. Бадр Гунба поздравил начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав с очередной годовщиной создания. Российская Федерация является надежным стратегическим партнером Абхазии, гарантом нашей безопасности. За годы совместной службы российские и абхазские пограничники доказали, что являются единой командой, способной эффективно противостоять любым вызовам. Благодаря нашей самоотверженной службе жители Абхазии могут быть уверены в своей безопасности, говорится в поздравлении. Желаю вам, уважаемый Сергей Валентинович, и всем военнослужащим крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. У Абхазского радио появилась новая современная студия. Открытие студии приурочили ко дню национального радио, которому 30 апреля исполнилось 93 года. Радостное событие с коллективом телерадиокомпании разделил премьер-министр Владимир Делба. О работе радио, о новой студии и дальнейших планах руководства радиослужбы в материале Кугуцы Варданя. Вопросы сотрудничества в области образования обсудил премьер-министр Владимир Делба с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Во встрече также участвовала министр просвещения Хана Гунба. Министерство просвещения и СКФУ сотрудничают на протяжении 10 лет. Специалисты университета проводят курсы повышения квалификации для учителей из Абхазии, а также для госслужащих. Проект реализовывается как на территории Абхазии, так и России. За это время курс прошли более 3500 граждан нашей страны. Премьер-министр поблагодарил ректора СКФУ за проводимую работу и выразил уверенность в продолжении дальнейшего плодотворного взаимодействия. В Минобороны подвели итоги подготовки за зимний период обучения. В мероприятии, проходившем под председательством министра обороны Владимира Ануа, приняли участие его заместители, начальники управлений, командиры воинских частей, представители военных учреждений. С основным докладом выступил начальник генерального штаба Владимир Савченко. Всего за зимний период обучения проведено более 80 мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки. Они проводились в сложных условиях оперативно-стратегической обстановки днем и ночью. Спланированные мероприятия выполнены, цель их достигнута. Приказом министра обороны за активное участие в ходе проведения командно-штабных мобилизационных учений ряд сотрудников были награждены медалями и грамотами. За зимний период обучения, товарищ министр обороны, проведено более 80 мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки. В них участвовали и военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации в рамках совместной подготовки объединенной группировки вооруженных сил Республики Абхазия и вооруженных сил Российской Федерации. Хороших результатов показали в ходе проведенных мероприятий оперативной подготовки подчиненные генерал-лейтенанта Подсола Аглы, полковников Мужба, Дармава, Любовского. Впервые сложную задачу, характерную для будущих вооруженных конфликтов, решили грамотно и умело представители силовых министерств и ведомств республики под руководством полковников Джения и Жиба. Результаты их работы были представлены президенту, главнокомандующему вооруженными силами и вам, и получили высокую оценку. В каждом периоде обучения хороших результатов добиваются коллективы под руководством полковников Квициния, Дармава, Угвари, Карапетян. Уверенные с хорошим
качеством решается задача управлением материально-технического обеспечения под руководством генерала-лейтенанта Авизова. Возвращаемся к теме Абхазского национального радио. О работе радио, о новой студии и дальнейших планах руководства радиослужбы в материале Гугуцы Вардания. И 1959 год. В эфире Абхазского радио звучит голос народного просветителя Дмитрия Гулия. А еще здесь в прямом эфире звучали голоса таких выдающихся личностей Абхазии, как Баграт Шингба, Фазиль Искандер, Алексей Джунова, Мушни Хашба и других писателей, поэтов, общественных, культурных и политических деятелей. Абсо радио – это многоголосие абхазской культуры и интеллигенции, которая вот уже 93 года продолжает просвещать и освещать события в стране. Израиль Агуа, эфирач Абсо радио. Рождение Абхазского радио относят к началу 1920-х годов, когда в Сухуме была установлена приемно-передающая радиостанция, обеспечивающая прием информации от Кавказского отделения Российского телеграфного агентства. В 1926 году было создано общество друзей радио, на базе которого позже сформировалось Абхазское радио. 30 апреля 1932 года состоялся первый эфир в форме радиогазеты. Вещание велось из Остроумовского ущелья, где сейчас находится турбаза Айтар и резиденция президента республики. Несмотря на политические события, большие технические сложности, Абхазское радио всегда выходило на связь со своими слушателями. От первых волн до цифровой эпохи теперь Абхазское радио можно не только слушать, но и видеть. Ведь сегодня его журналисты могут выходить из новой студии и вещать на разных информационных площадках. С открытием новой студии Абхазское радио поздравляют друзья и коллеги, общественные и политические деятели, первые лица государства. Все они желают главному голосу страны процветания. С днем рождения Абхазское радио пришел поздравить премьер-министр Владимир Делба. Открытие новой студии – это важное событие для Абхазского радио, ведь еще совсем недавно они выходили в эфир в небольшом помещении. Инициатива создания и вещания с новой площадки принадлежит директору Абхазского радио Адгуру Гунба. По современным стандартам сделано. Вот. Отсюда наши ведущие выходят в эфир, в прямом эфире, работают. Студия задействована, она уже эксплуатируется и приурочили сегодня ко дню радио открытия студии. Радио по-прежнему остается очень важным информационным контентом. Я так полагаю, что все больше и больше будет проявляться интерес. В любое время, в любом месте можно радио слушать. Это, наверное, отличительная особенность от многих других. Этого вот мы сегодня видим, как развивается новая студия, новая техника и задачи, наверное, новые. Да, конечно, задачи новые. Вот недавно мы уже вышли на интернет-вещание, помимо FM-вещания. Нас можно слушать в любой точке мира, можно сказать. Если открыть сайт Абхазского радио, также мы создали площадки, стримы. Также в телеграм-канале можно слушать, вступить в прямой эфир. Также это было сделано больше всего, чтобы привлечь аудиторию нашу, которая проживает в Турции, наша диаспора. У них есть сегодня хорошая возможность слушать Абхазское радио с помощью интернета. В новой студии идут не только прямые эфиры, но здесь записываются телевизионные проекты. Это интеграция радио и телевидения, которая, по словам генерального директора АГТРК, очень важна. И на радио тоже видео начинает играть определенную роль. И поэтому вот сейчас, вот апрель месяц, вы не представляете, что здесь делается. Мы мешаем радио работать. Они много раз выходят в день в эфир, отсюда уже, из новой студии. Но мы сейчас завершаем телевизионный проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И в этом проекте участвует большое количество людей. Более 40 человек мы уже записали в этой студии. В студии указаны координаты радиоэфиров по районам, установлены современные камеры и микрофоны. В условиях конкуренции
мы должны сделать все для того, чтобы радио вновь было актуально. Я помню, в наше детство радио было очень актуально. Тогда не было визуальных эффектов, но до сих пор в моих ушах звучат песни в хоровом исполнении, абхазские песни в те советские годы. А сейчас еще больше возможностей. Вот несмотря на то, что конкуренция большая, все-таки технологические возможности мы должны использовать. И поэтому главный процесс, который сегодня идет, я назвала бы так. Идет процесс адаптации абхазского радио к технологическим реальностям. Вообще, я должна сказать, что вот все эти годы, 4,5 года, вот я скажу последних, пока я тут работаю, на самом деле в плане развития технического оснащения сделано много. Без всякого преувеличения скажу, что правительство всегда нас поддерживало. Поддерживают радио друзья и коллеги. Одни из тех, кто всегда рядом, спутник Абхазия. Вот последние годы, как мы видим, вот если как от лица слушателей просто сказать, абхазское радио, проживает, наверное, новое такое возрождение в цифровом формате, в новых форматах. Мы его уже слышим не только в FM-частотах, но и там в соцсетях, через разные каналы. И для нас это тоже очень важно, потому что охват сильно растет. Журналист более чем с 40-летним стажем Этарикация работает на абхазском радио с 80-х годов прошлого века. Ей довелось работать во времена, когда на радио сталкивались со сложными техническими проблемами, и сегодня век технологий. Говоря о современных технологиях, каждый день что-то вот новое происходит. Это нам, можно сказать, сегодня облегчает жизнь немножко, потому что мы имеем возможность работать с очень большим объемом разнообразной информации. Все это благодаря, конечно, интернету. С другой стороны, появляется еще такой стимул, что сегодня мы вышли в соцсети. То есть нас может слушать не только абхазский слушатель, нас слушают везде. Вот, например, за границей живут в дальнем зарубежье, мои знакомые, они мне звонят, и они обо всем мне рассказывают. Они говорят: о, мы знаем, слышим, в курсе всех дел. Ну, это, конечно, приятно, но, с другой стороны, это возлагает еще большую ответственность, когда ты понимаешь, что тебя слушает огромная аудитория, разнообразная аудитория. Первые программы на абхазском радио назывались «Говорит Сухум» и «Атыпанты Амта». Громкоговорители стояли на улицах. Через них несколько раз в день транслировались передачи. Начиналось все с одного громкоговорителя в центре Сухума. Через год репродукторов в Абхазии было уже более 1500. По инициативе Нестора Лакоба была построена новая радиостанция, охватывающая почти всю республику. Первыми сотрудниками стали газетчики Мучни Хашба и Сандро Сангулия. Вещание шло на абхазском и русском языках 4 часа в день. В эфире выступали ученые и общественные деятели республики. В программы часто включались интервью с известными людьми, приезжавшими в Абхазию: Максимом Горьким, Василием Каменским, Александром Фадеевым, Николаем Асеевым, Константином Симоновым. Во времена Великой Отечественной войны вещание на территории Абхазии было приостановлено по приказу Сталина. Через 2 месяца его восстановили, но абхазский язык был исключен из эфира. Это был один из методов грузинской политики ассимиляции абхазского народа. Многострадальное радио, абхазское национальное радио. В 40-х годах его вообще запретили. Инициатива шла оттуда, сверху. Это была политика Грузии тогда. Естественно, когда в одночасье запрещают тебе говорить на собственном языке, радио, информация это голос народа. А в то время народу было что сказать. И вообще абхазскому народу всегда было за что бороться. Во времена Отечественной войны народа Абхазии абхазское радио оставалось голосом народа, тем источником, который, несмотря ни на что, доносил информацию до своих слушателей. Абхазское радио – это десятки лиц и имен, которые его создавали, трудились над его развитием, поддерживали. Благодаря их труду и тех, кто продолжает это важное дело, главный голос страны звучит каждый день.
Эфир длиной в 93 года – это не просто дата, это целая история, полная вызовов и достижений. Абхазское радио продолжает быть голосом народа, отражая его надежды, мечты и стремления. Гугут Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. После декабрьских событий прошлого года в Сирийской Арабской Республике, когда был свергнут президент Башар Асад, в Сирии введен новый флаг. Он также известен как флаг независимости и флаг сирийской революции. Полотнище состоит из 3 горизонтальных полос – зеленой, белой и черной, а также 3 красных звезд. Ранее дизайн официального флага был иным. 3 горизонтальные полосы – красная, белая и черная, плюс 2 зеленые звезды. Сегодня на площади Свободы, где у нас висят флаги всех наших дружественных стран, которые нас признали и поддерживают, также был поднят сирийский флаг. Сегодня очень непростой для меня день в связи с тем, что сменилась власть в моей родине в Сирии. И я очень надеюсь, что при приходе новой власти будут выстраиваться также хорошие отношения, надеюсь, даже лучше, чем которые были, потому что нас связывает очень много Сирийской Арабской Республики. И я хотел бы в этой направлении добавить и поблагодарить наше руководство за оказанное содействие со стороны администрации столицы Сухума и со стороны МИДа. Поддержали нас в поднятии сирийского флага нового. И будем надеяться, что в будущем все будет на хорошем темпе развиваться в лучшую сторону. Выставка «80 лет нашей общей победе» открылась в Доме Москвы в Сухуме. Здесь представлены стенды с информацией о подвигах 23 героев Советского Союза из Абхазии. Экспозиция подготовлена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с АБИГИ и СКФУ при поддержке Фонда «История Отечества» и Российского исторического общества. Репортаж Алики Трапш. Выставка «80 лет нашей общей победе» рассказывает о героизме многонационального народа Абхазии в годы Великой Отечественной войны через призму подвига 24 героев Советского Союза и 3 полных кавалеров Ордена Славы, чья жизнь и деятельность была связана с Абхазией. Выставка подготовлена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с АБИГИ и Северо-Кавказским федеральным университетом. Сегодня вы здесь видите 24 героя. Я хочу сразу оговориться, что и здесь наши ученые выступят и скажут, что до сих пор колеблется правильно количество героев Советского Союза. Вначале было 22, 23, 24. Еще я знаю, что есть еще герои, которые были представлены к столь высокому званию, но не получили его по ряду причин. Маленькая Абхазия, многонациональная, гордится, что 24 героя Советского Союза из Абхазии. Когда мы собирали материалы, очень тщательно смотрели, откуда он был призван, где родился и где он проживал, какие подвиги совершал, сколько раз он был ранен, что он не отступал до победного дня. Для нас это было важно, и мы обязаны дальше эту эстафету передать будущему поколению. Отдельные стенды экспозиции рассказывают о различных периодах Великой Отечественной войны. Воины Абхазии героически защищали Кавказ, Брестскую крепость, Сталинград, Севастополь, Новороссийск и Одессу. Сражались на Курской дуге, освобождали страны Европы. На каждом изображении есть свой герой. Герои и Советского Союза, что знаменательно и знаково, и те представители великого и абхазского, безусловно, народа, который принимал участие в большой победе, в достижении этой победы тяжелыми, порой жертвами, которые понес во время и битвы за Кавказ, как одно из знаковых событий, и всей Великой Отечественной войны на фронтах с 41 по 45 год. Вклад в Великую Победу внесли все народы многонационального Советского Союза. Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии и Военно-морского флота было призвано 55,5 тысяч человек из Абхазии. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч. Подвиг защитников Отечества бессмертен.
биографию вот этих великих воинов, которые здесь сегодня выставлены, не все знают. Это вина, видимо, всего государства, то, что отдельными брошюрами не изданы великие подвиги, которые совершили наши соотечественники на фронтах Великой Отечественной войны. Эти люди своим подвигом продвигали победу на тех участках, продвигали победу, общую победу, то, что мы получили в 1945 году. Государство Абхазское всегда имело героев. Во все времена, еще со времен Османско-турецкой порты, Первая мировая война, Вторая мировая война и сегодняшняя война, Абхазия всегда имела сильных с оружием, защищающих дом свой и имение. Герои, которых сегодня мы чествуем, они были в единой армии. Каждый защищал свой дом. Армяне – свой армянский дом, грузины – грузинский дом, абхазцы – абхазский дом, русские также свой дом русский. И в этом содружестве сильных и была победа. Выставка «80 лет нашей общей победе» пройдет во всех районах республики. Алика Трапш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Мемориальную доску герою Советского Союза Николаю Литвиненко открыли в Цандрыпше. С инициативой выступили педагогический коллектив Цандрыпской средней школы номер 2 имени Богателя и общественная организация «Русская община. Славянский дом». Они провели исследования и изучили архивные документы. Открытие состоялось при финансовой помощи мецената из Санкт-Петербурга Грачи Погосяна. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Жители и гости поселка собираются у здания школы задолго до начала памятной церемонии. Поздравляют друг друга с таким знаменательным событием. Звучат старинные военные мелодии, которые создают трогательную атмосферу, напоминая всем собравшимся о героическом прошлом. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, бери шинель, пошли домой. Николай Литвиненко родился в 1913 году в селе Пеленково, ныне поселок Цандрыпш Гагарского района. Окончил 5 классов, работал шофером. В 1943 году призван Гагарским РВК в ряды Красной армии. В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Воевал на Центральном фронте. Во время войны Литвиненко проявил себя как храбрый и искусный воин, заслужив признание за свою решимость и боевые успехи. Он участвовал в различных сражениях на фронте, где его храбрость и стратегическое мышление играли важную роль. Наиболее значительные действия с его участием произошли в ходе форсирования Днепра, за что в 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза. Этот подвиг стал ярким примером его мужества и преданности долгу перед лицом вражеских сил. Я раньше не верил, что Родина находит своих героев. Хочу выразить благодарность от администрации школы, от педколлектива, от меня лично, всем, кто принимал участие в открытии мемориальной доски. Хочу выразить благодарность мецената Санкт-Петербурга господина Грач Погосяна. В начале 2025 года общественная организация «Русская община. Славянский дом» Гагарского района и администрация Цандрыпской средней школы номер 2 обратились в благотворительный фонд мецената Санкт-Петербурга Грачи Погосяна с просьбой увековечить память Героя Советского Союза. Погосян, в свою очередь, откликнулся на просьбу и профинансировал изготовление латунной доски и ее доставку в Абхазию. К сожалению, Грачам Исакович не смог сегодня присутствовать на мероприятии, но прислал приветственное поздравительное слово. Уважаемые почетные гости, администрация школы, учителя и ученики, сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память и открыть памятную доску Герою Советского Союза, уроженцу Абхазии, Литвиненко Николаю Никитовичу. Его подвиг, как и подвиг многих других героев, навсегда останется в наших сердцах. Ежегодно мы наблюдаем, как на парад Победы на Красной площади собираются представители разных государств, которых приглашает президент России Владимир Путин. Их присутствие – это не просто дань дипломатическому этикету.
Это глубокое уважение и признание подвига всего советского народа в Великой Отечественной войне. И вот долгожданный момент. Под аплодисменты гостей директор Цандрыпской средней школы номер 2 Махаз Эшба и генерал-полковник ВС Анатолий Зайцев открывают мемориальную доску, которая стала символом памяти и уважения. На доске выгравированы слова, рассказывающие о подвигах Николая Никитовича и его вкладе в общую победу. Кто-то первым поднялся в атаку, как Литвиненко наш. Подвиг таранил самолета. Подвиг закрыл грудью амбразурой. И вечная им слава. Слава и тем, кто сейчас воюет на этой земле. Увековечение памяти героев способствует развитию исторического сознания среди граждан. Это помогает людям лучше понимать события прошлого и ценить современные достижения, отметил заместитель министра обороны Абхазии Давид Бжания. На сегодняшний день, уже вот здесь сияет, и каждый из учащихся, каждый день, приходя в школу, теперь будет видеть его имя и будет помнить его подвиг. И это отрадно. На сегодняшний день очень приятно. От лица руководства Министерства обороны, всего личного состава Вооруженных сил Республики Абхазия хочу сказать огромное спасибо, прежде всего, Николай Чинчарович, вам, меценату, достойному человеку с большой буквы, который вложил душу в сегодняшнее мероприятие. От имени руководства района с наступающим праздником 9 мая всех присутствующих поздравил председатель собрания Гагарского района Астан Агарба. В этой войне мы потеряли самые лучшие своих кадры, лучших сыновей, герои Советского Союза, много без вести пропавших. Мы всегда будем помнить и чтить память о этой войне, память о тех людях, которые принесли нам эту великую победу. Всех вас поздравляю с этим огромным праздником. Этот день останется в памяти жителей поселка, символизируя связь времен и преемственность поколений. А имя Николая Литвиненко навсегда будет увековечено в его родной, второй Цандрыпской средней школе. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. Между гимназией Российского университета транспорта и второй столичной школой подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках проекта представительства Россотрудничества в Абхазии по установлению контактов между образовательными учреждениями России и Абхазии. Какие возможности открывает соглашение учителям и учащимся Сухумской школы в материале Гунды Шоуа. Гимназия Российского университета транспорта – это современное образовательное учреждение, ориентированное на подготовку высококвалифицированных специалистов для транспортной отрасли и других сфер деятельности. Основанная на базе одного из ведущих технических вузов страны, гимназия обеспечивает углубленное изучение профильных предметов, таких как математика, физика, информатика, что создает прочную основу для дальнейшего обучения в университете и построения успешной карьеры. В 2003 году гимназия вошла в структуру Российского университета транспорта. Российский университет транспорта – это огромный университет, флагманский, самый крупный транспортный университет в России. В его структуру входит 8 академий, 6 институтов, 5 колледжей, гимназия, военный учебный центр и технопарк «Московский транспорт». Гимназия предлагает своим ученикам не только качественное образование, но и широкие возможности для развития творческих способностей и личностного роста, участие в научно-исследовательских проектах, олимпиадах, конкурсах, сотрудничество с преподавателями университета позволяют гимназистам раскрыть свой потенциал и получить ценный опыт. Но транспортной отраслью мы не ограничиваемся, и поэтому наша модель наставничества предполагает привлечение социальных и индустриальных партнеров. Каждый год их количество в нашей гимназии увеличивается. Вы видели в ролике, что мы не ограничиваем выбор наших детей для выполнения проектной или исследовательской работы. У нас есть как техническое направление, естественно, научное. Даже есть психология и когнитивные науки. То есть спектр тех тем и отраслей знаний, которыми могут оперировать дети в проектах, он, наверное, безграничен. Данное соглашение знаменует собой важный шаг в укреплении связи между образовательными системами двух стран. Оно направлено на создание платформы для обмена опытом, реализации совместных образовательных проектов и повышения качества обучения. Дипломы университета признаются во многих странах мира, что обеспечивает выпускникам широкие возможности для трудоустройства и карьерного роста.
Конечно, у нас пока такие направления не задействованы, но я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество и, естественно, помощь в продвижении таких вот интересных проектов. В рамках сотрудничества планируется организация совместных мероприятий, таких как конференции, семинары и мастер-классы для учителей и учащихся. Особое внимание будет уделено обмену методическими разработками и современными образовательными технологиями. Предполагается также организация стажировок и обменов для учителей и учащихся, что позволит им ознакомиться с образовательными практиками в России. Такое партнерство для нас было волнительно и трогательно. Но тем не менее хочу сказать, что все, что нас объединяет, это наши дети. Помимо того, что мы сегодня очно, у нас есть возможность встречаться еще заочным форматом. Онлайн мы будем поддерживать все работы совместно. Я думаю, что наш коллектив возьмется за это дело. У нас будет такая большая площадка, олимпиады, любые семинары. Я думаю, что мы со своей стороны в любое время всегда готовы добро пожаловать в нашу столицу, во вторую среднюю школу. Подписание соглашения стало результатом активной работы Россотрудничества по поддержке и развитию образовательных проектов в стране. Этот проект нацелен на сближение наших культурных мостов между молодежью, а, собственно говоря, это одна из задач культурной дипломатии. Я думаю, что проектная история, опыт нашей школы, опыт лучшей школы, одной из лучших школ города Сухума и Республики Абхазия, я думаю, что это будет взаимно полезная история, поэтому в добрый путь, я желаю всем удачи, и пусть подписание этого соглашения, оно станет началом такой хорошей истории российско-абхазской партнерской сети учебных заведений, в которые уже на данный момент входит свыше 20 школ и профтехучилищ обеих стран. Поэтому, что могу сказать, всем удачи и в добрый путь. По завершении мероприятия школьники порадовали гостей концертной программой «Кунда-шоу» Амра Заранди и Ильдар Демиров, Абхазское телевидение. 2 новых школьных автобуса подарены Сухуму. Автобусы приобретены на средства экс-главы правительства Республики Северная Осетия Алания Вячеслава Битарова. По ранее достигнутой договоренности представителя администрации президента Российской Федерации Бориса Чернышова и экс-главы администрации Сухумы Беслана Эшпа. Как рассказала главный специалист столичного управления образования Марина Аршба, автобусы будут переданы в вспомогательной школе и средней школе номер 10. 20-местные автобусы марки «Газель Next» оборудованы комфортными креслами с индивидуальными ремнями безопасности. Есть багажные полки, рассчитаны на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. Эти автобусы будут переданы в вспомогательной школе, 1 автобус мы передадим, и 1 автобус передаем нашей исторической школе, 10-й школе. Они и по городу их будут доставлять домой и на занятия. И, естественно, если какая-то экскурсия, куда-то поедут, они могут использовать этот автобус. Это большая помощь, хочу сказать так, потому что очень часто, когда мы детей перевозим на мероприятия, нуждаемся в этом. Да. Мы или же договариваемся с транспортными агентствами, ну или изыскиваем, родителей просим и так далее. А так будут свои автобусы, и нам легче будет детей перевозить, и будем участвовать во всех мероприятиях. Мы очень рады. 1 мая состоится торжественное открытие международного аэропорта города Сухум. В церемонии примут участие президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Абхазское телевидение будет транслировать церемонию в прямом эфире. Начало трансляции в 17 часов. С 1 мая также начнет курсировать новый международный электропоезд «Диоскурия», соединяющий Имеретинский курорт и Сухум. К прибытию первого рейса тоже готовится торжественная встреча. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 1 мая, в Абхазии не ожидается осадков. Ближе к вечеру возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов.
На этом информационный выпуск Ам Шевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.